Здравствуйте. Я надеюсь, меня слышно. Мы начинаем. Еще, наверное, кто-то присоединится, поэтому я пока просто начну тему. Значит, когда мы говорим о брендах, да, то есть немножко тема у меня вызывающая, да, защита бренда, защита бизнеса, то есть, ну, чтобы вот поднять интерес. Когда мы говорим о бренде, на самом деле мы немножко можем не понимать, что это такое. И если среди вас есть начинающие только предприниматели, да, то, что вы об этом не знаете, это совершенно нормально, потому что даже крупные предприниматели, там, у которых, я не знаю, миллионы, миллиарды, да, тоже не всегда бывают в курсе о том, что это нужно и для чего это нужно. Поэтому тема действительно, вроде это давно уже существует, да, законом, предусмотрен там с 91-го года этот закон действует и так далее, но на практике мы все-таки не всегда об этом знаем. И, как бы сказать, сейчас еще 2 минутки, да? Я пока не буду знакомиться, пока мы смотрим, я тоже вот проверяю связь, нормально ли все видно. Мы будем сегодня говорить, во-первых, о различии, чем отличается бренд, логотип и товарный знак. Как бы иногда бывает, что люди путаются. То есть я как юрист, ну, как бы, да, для меня это, ну, как это разные вещи, да, ну, я на этом 2 собаки съела, вот, 3-ю ем, да, а у других возникают вопросы. И потом вообще товарный знак, и вот это часть интеллектуальной собственности, да, это то есть большая сфера интеллектуальной собственности, куда входят патенты, авторское право, товарные знаки, коммерческие, вот как они еще называются, промышленные, вот этот, господи, интеллектуальная собственность. И ноу-хау, то есть это очень большой объем знаний, который действительно, ну, не обязательно знать. Тут нужно знать именно информацию, там, где это искать, нужно ли это. И уже минутка остается. Надеюсь, у всех все нормально, потому что мне сказали, что вот у кого ничего не видно и не слышно, это может быть проблемы с интернетом только. А с вот этой площадкой вебинарной все должно быть нормально. Так, ну начнем. Уже 2 часа. Потому что идет запись, мы не будем долго распространяться. Значит так, меня зовут Бурнашова Юлия, я эксперт в сфере интеллектуальной собственности, я сама юрист, ну, довольно-таки давно работаю юристом. С интеллектуальной собственностью я встретилась на работе. Я долгое время работала в Доме печати, юристом в газете «Якутия СХСР», и, сами понимаете, в газетах бывает такая вещь, как плагиат. Да? То есть журналист написал статью в среду, если кто помнит, газета была ежедневная, а в пятницу в каких-то там изданиях перепечатали. Просто обычно всегда доделывали, переделывали, ну вот как-то материал. А иногда бывали случаи, когда слово в слово перепечатали, это вот плагиат. Да? То есть авторское право, вот эта интеллектуальная собственность, это вот что-то вот в этом роде, да, которое мы проще всего знаем. Теперь уже поговорим о нашей теме. Из вас, ну, я, наверное, не буду, да, спрашивать, чтобы вот не засорять чат. Я так понимаю, тут есть и действующие предприниматели, и начинающие, и те, кто хочет быть предпринимателем, там, вот, кто бизнес-школу закончил, да, что-то в этом роде. И иногда я часто, например, говорю, не обязательно регистрироваться, если у вас нет четкого бизнес-плана, если вы не представляете, что вы будете делать через 5-10 лет, потому что товарный знак дается на 10 лет. То есть как бы регистрировать на год тоже не актуально, да? И так начнем. В чем различие товарного знака, бренда и логотипа? Я хочу рассказать на примере
всем известной нашей компании Bonami. Кто ел булочки Bonami? Я ела, да? У нас возле дома, возле почты компания Bonami. Кто помнит, какие использовали они логотипы? То есть у них был, кто помнит, кексик, который вот на Ярославского до сих пор есть. У них были кляксочки, да, это вот уже второй. И третий у них новый, вот я нашла даже визиточку, вот такой вот, я сейчас покажу, да, вот такой вот. То есть это не реклама, я на примере показываю. Вот последний логотип, ну вот третий логотип, вот измененный, это вот Bonami. И вот видите, да, со смешкой. С мишкой. То есть у компании 3 логотипа было, и они, в принципе, до сих пор даже действуют. Да? Вот я просто буду держать как наглядное пособие. Что же такое бренд? Да? Бренд – это то, что мы думаем об этой компании, какой бы там логотип ни был. То есть, что я думаю об этой компании? Да? Ну, как бы я немножко его приверженец, потому что у меня сын все время там покупает уже, я не знаю, сколько лет подряд там какие-то там продукты. То есть у меня лояльное к нему отношение. Кому-то не нравится. Но бренд – это, вот говорят, сильный бренд или слабый бренд. Вот на примере я вот скажу, вот, ну, вот, то, что вот Bonami. Например, я студент, я иду, ищу работу, и мне предложили работу вот кассира или продавца, и у меня есть стоит выбор идти в Bonami на ту же зарплату или пойти еще куда-то. И я думаю, да, вот вроде и зарплата одинаковая, и вроде адрес расположен как бы в одинаковой дальности от дома, но чувство самого человека и определяет этот бренд. То есть мне нравится, какая там форма, мне нравится, как там внутри, мне нравится, что я буду что-то там кушать, да, то есть, ну, вот какие-то такие вот вещи. Мне нравится там еще что-то. То есть бренд – это такое всеобъемлющее, то есть это то, о чем думают потребители, будущие потребители, о вас, о вашем, ну, наименовании, да, вот о вас. Сейчас вот очень модно стало говорить о личном бренде. То есть кто, наверное, вот, ну, слушает вот вебинары, да, вот эти новости, новинки. Личный бренд, он чем отличается вот от бренда, например, компании, да? Вот вы знали, что многие думают, что вот в частности Bonami – это франшиза, то есть это из Москвы купленная фирменный стиль, вот как вот шоколадница. На самом деле нет. Это якутская фирма. Девушка-предприниматель, которая вот работает и так здорово работает, что все думают, что это откуда-то из Москвы, да, привезенная. И тут вот личный бренд человека и бренд компании, да, он может быть разделен. То есть мы не всегда знаем, кто тут владелец, но при этом вот вспомните, парикмахерская, вот был парень лысый, да, вот как бы вот он был объединен, это был салон красоты его имени, грубо говоря, вот, да, вот они вот слились. И то есть если этот товарищ, я на себя, да, указываю, этот товарищ сделает что-то плохое, то одновременно это будет ударом вот по бренду, да, понимаете? А тут вот получается, что бы я ни сделала, как бы если никто не знает, что я владелец, ну как бы удара не будет, да? Как бы вот именно я говорю сейчас про слово бренд. Мы поговорили, что такое логотип. Логотип, вот все-таки я выпила этот морс, да, вот кюн, вот это логотип. Я чай туда налила, чтобы было видно. То есть логотипы нас окружают кругом. Это магазины, газеты, журналы, да, в рекламах. Это все вот логотипы. То есть это визуальное что-то, то, что нас отличает, как говорится, вывеска отличительная от другой вывески, грубо говоря, да. И что же такое товарный знак? Вот если вы не знаете, то вот у Bonami 3 логотипа и 3 товарных знака. То есть товарный знак – это логотип, либо слово, которое регистрирует государственный орган. Орган этот называется Роспатент.
Это вот некоторым, ну, тоже не очень понятно, что такое Роспатент. Это почти то же самое, что Росреестр. Вот мы, когда квартиру покупаем, мы идем и оформляем на нее собственность. И когда мы оформляем на нее собственность, она наша собственность. И заметьте, Росреестр, ну, Регпалата, да, есть в каждом населенном пункте. Да, хотя бы районном, может, конечно, в деревнях нет, но в каждом населенном пункте, поселке, городе есть регистрационная палата. А вот Роспатент, он на всю Россию один, и он в Москве. Да, то есть, как бы, потому что квартира есть в каждом городе, и она одна, единственная. А товарный знак, логотип или слово, оно может использоваться одно в каждом городе. То есть помните вот эти советские наши магазины «Солнышко», «Буратино», «Детский мир», какие еще магазины были, «Прогресс». Там. Это вот был в каждом городе, в каждом поселке, даже у нас в поселке был «Прогресс», «Радуга» магазин, как это назывался, «Стиль», что ли, вот там ткани, да. То есть они были совершенно одинаковые. То есть это было такое, ну, они же были все единые, да, государственная советская система совсем другая. Но заметьте, сейчас детский мир у нас в Якутске, он не является детским миром, ему запретили так называться. Кто помнит, когда они еще тут вот возле Дома печати на Орджоникидзе были, им запретили, сейчас они называются «Остров детства». То есть, когда мы не являемся предпринимателями, для нас переименование компаний, на самом деле нам кажется, что это, ну захотели и переименовались, да, им надоело их название. Мы не задумываемся об обратной стороне. Когда мы становимся предпринимателем, мне очень часто звонят, консультируются, когда наши вот совсем молодые обычно предприниматели, которые даже не всегда зарегистрировали ИП, вот красота там вот, и они называются так, ну, достаточно популярными словами, там, элит, там еще что-то, да, там, такие простые слова, и, естественно, они агрессивно начинают рекламироваться в Инстаграме, еще где-то, и оно все-таки... И там бывает, что из Москвы, из Новосибирска, из каких-то других городов пишут им, что вы используете наш товарный знак, переименуйтесь, или мы с вами будем судиться. В этих случаях там вот несколько ответов может быть, да, от меня. То есть если вы физическое лицо, то как бы на нет и суда нет. Или, конечно, если вы предприниматель, индивидуальный предприниматель, ООО, то вам много чего грозит на самом деле. Штрафы достаточно большие. Если вас найдут, ну, как бы, грубо говоря, обычно мы в Якутии, вот в Якутске, почему так свободно дышали, у нас очень много вот было там радуги, да, грубо говоря, такие простые ромашки, потому что мы находимся далеко, до нас трудно доехать, грубо говоря, да, там сейчас суды арбитражные, они электронно все принимают, это, вот, ну, конечно, участились такие случаи, когда до суда доводят вот эти вот за материковые, скажем так, хозяева, правообладатели. Значит, мы к чему пришли? Логотип – это рисунок, это слово, словосочетание. И на примере я вот хотела купить ряженку, но не было, пришлось купить масло. Я принесла масло, чтобы вам показать. Наш Якутский гормолзавод – это юридическое лицо, да? Якутский городской молочный завод. Вот на этой пачке два товарных знака. Это комбинированный товарный знак, то есть это слово «молочный дождик» непосредственно. И это вот корова. Вот она отдельно, это второй товарный знак. Коровка вот эта вот. Ну, уже все, ну, как бы я взяла пример, который мы все, наверное, там едим или видим хотя бы, да. Ну, вот какие виды товарных знаков мы можем представить? Это, конечно же, слово, просто слово, там, Adidas, вот у нас в Якутии там Семех, Махтал, да, какие-то, просто слово.
Второй вид товарного знака – это комбинированный. Это когда слово написано каким-то интересным шрифтом, и к нему может быть добавлен логотип. Кто знает, это стерх, да, у них птичка и стерх. Я вот пытаюсь, такие популярные, которые у нас все везде висят. Третий вид – это графический. Это когда только рисунок регистрируют в качестве товарного знака. Если по-другому сказать, это по-современному, это маскот, грубо говоря, да, то есть вот эта вот коровка, вот у Почты России это вот Печкин, это вот уже коллаборация, да, вот этот почтальон Печкин, это маскот вот этой вот продукции. То есть он может на парадах там ходить, я не знаю, что-то делать. И помимо этого, то есть вот мы уже назвали 3 вида товарных знаков, есть еще объемный товарный знак, это вот, например, фантазийная бутылка, то есть все духи, все туалетные воды – это товарные знаки объемные, прям как скульптурочка, да? И третий, еще есть вид товарного знака, звуковые. Вот кто знает, вот Danone, там Nokia, это тоже звуковые товарные знаки, тоже есть. То есть, такой вид, ну, нам, по-моему, он еще не грозит, у нас не было таких желающих. Значит, и теперь смотрите, когда мы говорим о логотипе компании, да, вот, а сейчас мы говорим о товарном знаке продукции. Это вот продукт, товар, который так и называется, да, вот молочный дождик, вот морскün, ну вот, да, то есть на товарный знак, он почему называется товарный, да, он обычно это то, что продается. Но, например, с примером Bonami, это, ну, грубо говоря, не товар, они не, ну, они производят булочки, но на булочках не стоит печать, то есть там на упаковке может стоять печать, они еще производят услугу, потому что товарный знак – это равно знак обслуживания, это гостиницы, парикмахерские, да, то есть это именно услуга, работы. То есть товарный знак – это не, значит, что не только вот на товаре его можно выпускать. Вот я вам сказала про стерх, да, это тоже компания, да, то есть они товары не производила, и они зарегистрировали вот свой логотип. А теперь я хочу вам показать, тут очень плохо видно, логотип Якутского гормолзавода. Вот, кто не знает, я, например, тоже не очень знала, это такой чурончик вот с такими рожками, да, это не товарный знак, это просто логотип компании. Он как бы не ценен сам по себе вот для компании, да, они вкладывают в упаковку. Ну, конечно, если бы здесь стоял вот этот чурончик с рожками, и мы, когда покупали бы продукт, мы обращали внимание не на коровку, а на вот этот вот, да, логотип, то, наверное, его бы зарегистрировали. Но тут это все зависит от маркетинга, то есть это наука целая, да, что поместить на упаковке, на товаре самом. Я немножко перескочила то, что по поводу визуальных, да, товарных знаков. Надеюсь, было понятно, да, то есть когда мы говорим о бренде, то есть это компания, вот Якутский гормолзавод, что мы о нем думаем, что мы думаем о его продукции, да, вот, ну, что-то мы об этом думаем, как бы, что мы думаем вот о компании, о товаре, это бренд. Логотип – это чисто вот визуал, это картиночки. Это вот картиночки. Их может быть у предприятия очень много на самом деле. Там для магазина, для чего-то они могут быть похожи, могут быть не похожи. И, как я вам сказала, одна компания, вот этот вот, да, и у нее 5 товарных знаков. Кто помнит, что молочный дождик по-другому писался? Вот он был такой, квадратненькие буквы. И другая была монохромная коровка. Вот это вот 2 вот этих товарных знака, 2 старых, да, товарных знака. Плюс еще вода якутянка. Это тоже товарный знак, принадлежащий одному юридическому лицу. То есть одному юридическому лицу, одному индивидуальному предпринимателю он может обладать бесчисленным количеством товарных знаков. Если это ему необходимо
Вот кто смотрел вот по телевизору, вот бывает реклама, вот меня она как-то задела, чебупели, бульмени, вот они вот такие вот названия вот придумали фантазийные, и, ну, это на самом деле, это тоже товарный знак, просто если я в Якутске, да, понимаете, да, я вот открыла пекарню, и я тоже решила назвать чебупели, да, вот, и там, но я назову их якутские чебупели, грубо говоря. И, естественно, ко мне придет претензия. Если я буду агрессивно ее рекламировать, если правообладатель это увидит. Если я тихо, там только среди какого-то определенного населения это распространяю, никто об этом, конечно, не узнает, да, грубо говоря. Но мы все хотим, чтобы нас купили больше, и мы сами рекламируемся и сами вот говорим об этом во все как бы стороны. Так, вот по поводу защиты, да, бренда. Почему я тему назвала вот защита бренда, это защита бизнеса? Я вам уже рассказала пример, да, где девушка, которая делала ресницы, у нее было что-то с названием «Элит», и все-таки она, по-моему, переименовалась. То есть я ей порекомендовала, как бы, можно, конечно, просто тянуть время какое-то, да, месяц, 3 месяца, но вот до какого-то момента, если правообладатель не устанет, или же он уже на принцип пойдет, ну, тут могут быть и достаточно большие штрафы, это 5 миллионов на самом деле. Но в нашей среде предпринимателей к товарному знаку относятся, наверное, не очень хорошо на самом деле. Почему? Я не знаю, слышали вы об этом или нет, вот смешарики, Walt Disney, вот эти вот компании, они массово сейчас уже несколько лет подряд, 5 лет, по-моему, подряд подают, они нанимают неких юристов, дают им доверенность на право требования, да, вот этих взысканий с предпринимателей, которые продают нелицензионную продукцию. То есть у меня дети, да, я знаю вот этих смешариков, Микки Мауса, допустим, да, я продаю, где-то купила непонятно где, допустим, да, ну, вообще на рынке, и продаю в магазине. И как только я пробила чек, и этот товарищ как бы взял этот чек, он может ко мне предъявить претензию минимально на 10 тысяч. Суды наши очень часто, ну, скажем так, идут навстречу правообладателям, да, потому что ну, это законно. Это немножко рейдерство, наверное, да, но это совершенно законное рейдерство. И этап, когда предприниматель считает, что это плохо, да, до того момента, когда предприниматель считает, что это нормально, чтобы если он что-то придумал, вот представьте, вот этот вот морс, да, наш, раскрученный, там, какая реклама была, и тут вдруг кто-то другой это делает, и ты будешь просто сидеть и смотреть на то, как утекают твои деньги, ну, грубо говоря, да, что у тебя конкуренты забрали, конечно, ты что-то будешь предпринимать. И, естественно, даже суперкрупные, там, миллиардные компании, они тоже предпринимают. То есть еще хотелось бы сказать по поводу логотипа, да, бренда. Вот когда мы, ну вот представьте, вы все-таки решили, что вам нужен товарный знак, то есть вы давно работаете, вы выпускаете продукцию, которая, скорее всего, будет продаваться и за пределами Якутска, за пределами республики. Возможно, да, просто у нас в Якутии не так много производителей, промышленность не так развита, поэтому у нас как бы об этом мало кто знает. То как мы регистрируем товарный знак? Бонами на самом деле можно было зарегистрировать просто слово шрифтом Times New Roman, да, как просто слово и все. Но когда мы говорим о фирменном стиле, вот смотрите, тут вот чашки, да, вот такие, рисунки, вот они везде, вот даже цветовая гамма вот на вот этом сердечке, да, она вот, то есть вот даже цветовая гамма, она, как бы сказать, узнаваема людьми, которые даже могут не вчитываться, вот, что написано, они просто видят эту голову мишки и сразу там берут, допустим, да, грубо говоря. То есть
тогда лучше регистрировать, конечно, комбинированный товарный знак, то есть это вот со шрифтом, с цветом, да, чтобы защищать свой фирменный стиль. По такому пути пошла якутская птицефабрика. У них, ну, видели, наверное, да, киоски как поменялись. Такой фирменный стиль стал такой красивый, ну, как бы, ну, действительно поменялось. И когда мы регистрировали товарный знак, конечно, мы хотели именно вот эти цвета, цветовую гамму, шрифты как бы закрепить. И это делается только товарным, ну, товарным знаком, когда мы регистрируем, комбинируем с рисунком, с текстом. Но я хочу сказать, что просто вот слово зарегистрировать недостаточно, чтобы оно было защищено. Есть такие вещи, которые не охраняются. То есть Якутия — это географическое название, да? Например, грубо говоря, вот авиакомпания Якутия, у них есть товарный знак, но они защищают там шрифт. То есть Якутией может называться вторая авиакомпания. Вот я открою авиакомпанию, и я тоже могу назвать Якутией, потому что мы находимся географически в Якутии, и каждая компания, сколько у нас Якутий, да, там и ФПК Якутия, и еще там технопарк Якутия, ну, много названий с географическими названиями, это нормально, но в них всегда есть отличия, это вот фирменный стиль, ну, грубо говоря, если вот визуально. Вот если мы говорим вот о молочном дождике, да, вот здесь я вам хочу сказать, да, в товарном знаке, молочный, он не охраняется, здесь охраняется дождик. Если ну, я не юристы, а юристы, они как бы, ну, люди, которые, да, знают, как обойти закон, да, то есть если бы я была конкурентом, допустим, грубо говоря, молочного дождика, и захотела вот выпустить свою партию и назвать вот молочный, я могла бы написать зонтик. Заметьте, да, коровка-то с зонтиком. Но сюда поставить не коровку, а, ну кого-то другого персонажа, да, какую-то девочку, допустим, у нее зонтик беленький. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть в товарном знаке, ну, это, конечно, уже когда вы будете, это нужно, вот эти знания нужны именно при регистрации, но вот как конкуренты обходят. Вот я плохиш, допустим, да, и хочу немножко воспользоваться славой молочного дождика, конечно, мне нужно очень сильно менять шрифт, да, но некоторые люди как-то по привычке могут сказать: молочный зонтик, да, как-то, и купить, думая, что они покупают молочный дождик. Такое может быть. Что в этом случае делать вот с такими, ну, скажем так, все-таки недобросовестными конкурентами, особенно если они тоже голубенький цвет используют, да? Может, тут будет не облачко, а такой белый зонтик, ну, грубо говоря, я надеюсь, никто так не поступит, просто я скажу, что с ними будет, кто прямо конкретно нацелен на какой-то бренд и хочет его вот, ну, как бы вот использовать его славу, грубо говоря, да? Что бы я сделала, будь я молочным дождиком, и увидев на прилавке, ну вот молочный зонтик, да, и который визуально он похож, но как бы по закону они вроде товарный знак не нарушили. Зонтик и дождик — это, конечно, чуть-чуть похожие, но все-таки это разные вещи, да, там предмет, а тут вот как бы что-то льется, молочные реки, да. В этом случае что мы делаем? Не обязательно сразу идти в суд, да? То есть, во-первых, правообладатель, он всегда хочет защиты, то есть он хочет, чтобы вот этого не было, ну, грубо говоря, вот этого зонтика, чтобы вообще его тут не лежало ни на одном прилавке, просто уничтожили. Вот, так, это нормально, да, как бы, если вы правообладатель, если вы вложили в маркетинг, в рекламу какие-то миллионы рублей, то, естественно, это неприятно, когда вас как бы обирают. Что бы я сделала как юрист, как специалист? На самом деле там большого там не надо делать. Собираете 20-30 человек. Ну, конечно, желательно, чтобы это были прям не родственники, да? И вот ставите перед ними вот эти два продукта, вот так вот, и спрашиваете,
там вот есть специальная анкета, бывает, да, там опрос, там несколько вопросов. Вот как вы думаете, похожи они? В магазине вы бы посчитали, что это товары одного производителя? Ну, вот такие вот 2-3 вопроса. Потом идет заключение, да, как бы статистически из там, 30 человек 20 сказали, что да, я думал, что это вот одно и то же, как бы просто вот они так решили какие-то товары выделить, грубо говоря, да. И 5 человек, там, 7 сказали, ой, я не знаю, что-то как-то вы мне какие-то странные вопросы задаете, и там 5, там еще сколько-то человек с математикой не дружу, да, сказали, нет, это не похоже. Вот, ну вот просто это все-таки разные вещи. Но по статистике, если больше там 50% сказала, что да, это похоже, на самом деле Федеральная антимонопольная служба уже может ну, там, проверку провести, там еще что-то. То есть защищаться можно даже бесплатно. То есть когда мы говорим о суде, да, там все равно предполагается оплата. Даже если у вас хороший специалист-юрист, это госпошлина, это бремя и так далее. И там, конечно, еще можете взыскать компенсацию. Вот по поводу защиты бренда, да, вот я сказала. И какие у нас были примеры защиты. Я не знаю, кто-нибудь заходил там на мой инстаграм-аккаунт или нет. Ну вот Кюн, да, вот это в 17-м, по-моему, году оказалось, что наша якутская компания регистрировала на себя вот в классе в деятельности вот, безалкогольные напитки, вот Кюн, слово Кюн на русском и на якутском языке, так тоже можно регистрировать слово без дизайна, слово Кюн. Но удалось отбить, в Роспатент всего лишь понадобилось доказательство о том, что ну, вот, кто рекламируется, как давно оно производится, там, кто учредители и так далее. Да? То есть Роспатенту не обязательно там судиться, пока дело рассматривается в Роспатенте, пока регистрация идет. Также был достаточно вопиющий случай. То есть случаи все, которые я сейчас говорю, это мне дали разрешение говорить об этом. Это «Царство вечной мерзлоты». Все знают, ну, многие, наверное, там были. И этот бренд, ну, все-таки я считаю, что он ну, визитная карточка якутская, да, то есть это региональный в какой-то степени бренд «Царство вечной мерзлоты». Его хотели на себя зарегистрировать. Самое ужасное, не просто там кто-то, там, ну, оно же плохо лежало, оно не было зарегистрировано в качестве товарного знака, а кто-то захотел зарегистрировать там, нет, его захотел зарегистрировать партнер, да, то есть деловой партнер компании, то есть это рекламное агентство, которое для них выпускало, там, оно перерабатывало логотип на новый лад, ну или какую-то, наверное, растатку делали, да, то есть понимаете, насколько это, ну, неэтично даже в какой-то степени, да, если ты хочешь что-то там взять без спросу, то может быть наказание, да, и вот их наказали, ну, мы, конечно, не сильно наказали, просто они, получается, не получили, естественно, свое свидетельство, в принципе, то есть мы доказали, что они наши партнеры, ну, то есть партнеры вот «Царства вечной мерзлоты», что они делали там какие-то действия, и как бы это все-таки недобросовестные, скажем так, заявители. Им отказали, и получается, что ну, справедливость восторжествовала. Но я вам скажу, что когда они регистрировали на себя товарный знак «Царство вечной мерзлоты», они закон не нарушали. То есть если бы они на себя зарегистрировали, если бы компания «Царство вечной мерзлоты» этого не увидела, то, ну, грубо говоря, были бы последствия, возможно, а возможно, их бы не было. Просто существовало бы как-то два параллельных царства. Одна – это действительно штольня, да, а другая – это там ресторан, например, вода, какие-то конфеты бы под таким брендом выпускались. Но на них бы распространялся этот ореол штольни. То есть это вот как сувенирная продукция. Вот я был в «Царстве вечной мерзлоты», я привез оттуда шоколадину, да, как, ну, грубо говоря.
То есть бренд одной компании спокойно будет работать на другую. Хотя у них может быть и логотип другой, и еще ну, как-то совершенно может быть по-другому все. Так, мы уже говорим 30 минут. Так что я еще там хотела сказать такого основного. Тоже, да, человек. Надеюсь, я понятно выразилась вот разница, и что если нужно защищать, то это можно защитить даже без суда. То есть просто, да? И я вот немножко времени уделю тому, ну, зачем вообще люди регистрируют товарные знаки. Вот, как бы для чего это нужно, да? Это не только защита на самом деле. Там еще и простой меркантильный интерес. Ну вот представьте, вот здесь молочный дождик, да, вспомните все виды вот дорогих алкогольных продуктов, там мартини, там шеридан, там вот разные виды алкогольной продукции. Вот если вы не знали, что товарный знак принадлежит никакому не заводу, это правообладатель, который зарегистрирован в офшоре, и он дает право, то есть у него есть товарный знак на название, на форму бутылки, на этикетки, ну, там еще, наверное, можно на все что угодно. Ну, естественно, ну, какой-то есть ноу-хау, это рецепт, да, потому что рецепты обычно не патентуются. И он дает право любой заводу, любому алкогольному выпускать вот свою продукцию, вот эту ликеры, да, Бейлис, вот я вот не могу вспомнить, которые такие вот Немиров, полностью там, получается, вся компания в собственности ни одного завода, ни одного основного средства, наверное, кроме компьютеров. Но это многомиллионная компания, потому что она дает право свой товарный знак печатать, ну, то есть выпускать вот продукцию, да, вот именно в такой упаковке, в такой таре, и они это продают очень дорого. То есть вот понимаете, да, можно, это продается, но нужно очень много вложить денег, естественно, в его раскрутку. И, например, ну, как бы мы от наших местечковых идем, да, ну, например, если бы я была директором Кюн, ну, как бы помечтаем, да, и мне вдруг сказали, ой, у вас какой-то такой ореол, что Кюн это такие дикоросы, там, тра-ля-ля, да, ну, вот как бы у нас такая добавленная ценность на эти морсы, там, что, ну, где-то вот в каком-то регионе России, вот нам, например, там, где много химии вот, в воздухе летает, и они очень любят все экологичное. И самое, вот, что ужасное могу я сделать, да, в качестве руководителя, я могу сказать, ну, я могу вам дать товарный знак, вы на свои морсы клеите, да, там, из непонятно чего-то, не экологически чистых дикоросов, грубо говоря, да. То есть вы поняли, да, Немиров, вот он так и делает. Конечно, у него есть там, наверное, тома требований к тому, к кому уйдет право пользования товарным знаком. Это, естественно, наверное, система качества менеджмента, да, вот ISO 9000 там и так далее. Ну, то есть какие-то требования я могу дать, и я могу сказать, вы можете приобретать сырье из Якутии, но так как у вас производство дешевле, грубо говоря, у вас оно будет стоить дешевле, да? И отправлять туда, грубо говоря, бруснику куда-то на завод, они будут штамповать вот морс, и действительно это будет из дикоросов, это будет по Санпин, по ГОСТам, морсы, и они будут продаваться везде. И я уже как директор, ну, руководитель компании, я буду заниматься именно продвижением, ну, рекламы, да, чтобы покупали. Вот, то есть правообладателю, у него есть такое право. Зачем еще регистрируют товарные знаки? Это имидж. Да? Вот вы предприниматель, например, с 10-летним стажем, и у вас там несколько каких-то бизнесов, и вот, имея вот это свидетельство красивое, оно
Есть, наверное, да? Красивое свидетельство. Вы можете говорить, и у меня, вот, значит, товарный знак. Это как свидетельство о рождении, да? Скажем так, собственность. И некоторые регистрируют только для этого, чтобы было, чтобы вот мое, вот лежит оно там в учредительных документах, и все. Также регистрируют товарные знаки и всякие другие виды интеллектуальной собственности. Это программы ЭВМ, можно авторские права на дизайн, на фирменный стиль, на бренд-бук, вот это все регистрировать и получать вот такие документы. Ну, я вот не буду сильно, потому что, наверное, там не захотят, чтобы было видно. Ну, вот такого вот красивого образца. Это водяные знаки, все, да, вот такое свидетельство. Вот на программу ЭВМ вот такое свидетельство дается. То есть бухгалтерия ее ставит на учет, как нематериальный актив. И вот у вас, представьте, вот у вас есть товарный знак, программа ЭВМ, и у вас группа компаний. Когда, 3 минуты осталось, да? То есть если кто будет отключаться, конечно, отключайтесь. Я так понимаю, вопросов пока нет, таких больших. Ага, можете писать вопросы, и тогда мы можем немножко остаться и послушать. То есть и я, будучи предпринимателем, у меня есть ИП, вот я ИП, и у меня есть 2 ООО, ну, грубо говоря, там, какие-то магазины. Что я могу делать? Я могу оптимизировать налоги. То есть я могу от своего ИП сдать в аренду вот этим 2 ООшкам, где я являюсь учредителем, понимаете, да? То есть, ну, конечно, у ИП доходы вырастают, но там платишь 1% или 6%. Ага, что я не поняла. Где вопросы? Помогите мне. Ага. Вот они внизу. Можно, да, продублировать вопросы, если что. И, значит, получается, я ИП сдаю в аренду свою интеллектуальную собственность, товарный знак, там, программу ЭВМ, какие-то базы данных, да, и мне мои ООшки деньги дают за аренду. То же самое, как арендовать свой автомобиль личный, свой личный гараж, потому что у вас есть на это право собственности. Свою квартиру вы можете сдавать своей же компании, да, все это прекрасно знают, налоговая к этому не придирается. А вот к такому налоговая, она еще приветствует, потому что на самом деле у государства сейчас большая задача, чтобы наши компании регистрировали больше интеллектуальной собственности, чтобы наши компании были не просто стол, и завод, и склад, а чтобы у них было больше именно вот нематериальных основных средств, которые бы оценивались, то есть практика появилась, да. И теперь какая сумма может быть аренды товарного знака, да, вот. То есть это нужно оценить. Если кто оценивал квартиры, машины, оценщик всегда идет навстречу, он может сказать, какая сумма вам нужна, грубо говоря, да, и ту и напишу. Но есть, конечно, система, если никто не знает, как называется моя фирма, да, и я буду ее сдавать за 500 тысяч, это налоговая может придраться. Но самое интересное из практики судебной, от 5 до 7% от выручки, вот если кто понимает, что это слово, можно брать аренду 5-7% от выручки предприятия. Представьте, за название, за товарный знак. Это очень большие суммы могут быть. Можно сдавать за приемлемую сумму, да, то есть если вы рекламируетесь на 100 тысяч в год, ну, грубо говоря, по телевизору, там еще где-то там что-то, то вы можете сдавать спокойно за 20-30 тысяч рублей, да, потому что вы, вкладываясь в рекламу, вы считаете, что этот товарный знак популярен, то есть тут границ нет объективных, да, то есть можно заказать оценщику, он вам все оценит. Мне, пожалуйста, вопросы куда-то, может, в WhatsApp скинете. Угу. Я не поняла, где тут вопросы. Угу. Значит, получается, еще раз повторюсь, да, товарный знак – это зарегистрированный логотип. То есть логотипов может быть множество, из них только один может быть зарегистрирован, ну, на компании. Я, например, произвожу шоколадки, печеньки,
к тортике, еще что-то. И у меня название для печенек, там, что-то, ну, как какое-то фантазийное, типа чебупели, или вот печенье, там, бабушкино печенье, тортик, сказочный тортик, там, ну, что-то такое, да. Вот мои контакты, значит, я записываю сюда свой телефон для консультаций и электронный адрес. Можете вопросы туда направлять. Ну, вы, наверное, поняли, да, достаточно такая тема обширная. Я вот немножко, оказывается... Господи, вопрос, извините. Так, как можно связаться, я написала. Вопрос помощи в регистрации брендбука, включая логотипы маскота. Да? Вот я уже сказала, что логотип и маскот, вот как молочный дождик, их можно регистрировать как отдельно, но также можно было вот эту коровку переместить вот рядом с молочным дождиком и вот прямо вот так вот зарегистрировать один товарный знак комбинированный, да? То есть как бы слово, шрифт и коровку. То есть так тоже можно. Вот когда мы говорим о брендбуке, ну, наверное, никто не видел брендбук там компании, да, ну, вот птицефабрики, например, а там прямо есть же расклад дизайн киосков, дизайн этикеток там и так далее, да, то есть, но они все привязаны вот к какому-то шрифту, к какому-то цвету, к какому-то вот, ну, персонажу или вот основному рисунку, да, то есть там вот элементы этого рисунка. То есть комбинированный товарный знак, он как бы в себя это аккумулирует. И, например, вот на примере наших небольших компаний я хочу рассказать, да, вот они товарный знак регистрировали для того, чтобы франшизу открыть. Это вот все знают, наверное, есть такой магазинчик Мистер Бин, там слаймики продают, да, вроде мне казалось, это немножко несерьезно на самом деле, там слаймы, такие штучки, текстиль какой-то, а на самом-то деле запрос пришел на приобретение франшизы, самое интересное, даже с Можайска, то есть предприниматель сам удивился, что к нему вышли на него и попросили продать франшизу, и тогда она подумала, что, видимо, надо что-то делать, и зарегистрировали товарный знак, и вот как бы, и от этого уже как-то, ну, тоже совсем по-другому человек посмотрел, наверное, и на интеллектуальные права, да, свои, потому что у них очень много авторских прав, то есть это вот все, ну, кто знает, у них такие березки, такие вот футболки, толстовки, это полностью их разработки. Дизайнер, который у них, я не знаю, можно это говорить или нет, но у них дизайнеры наши якутские, да, девочки, но они живут не в Якутии. То есть один дизайнер живет в Чикаго, другой в Екатеринбурге, и они рисуют вот этих фасолинок, открытки, обои. Вот это очень, мне кажется, очень интересные такие веселенькие рисунки. Они все-таки не так похожи на все остальное. И они, ну, такие симпатичные. Да? И то есть и мы делаем вот реестр, представьте, вот список открытки на Новый год, на что-то, упаковка такая-то, обои такие-то, логотип для того-то, всего-то, и там под 100-200 у вас уже будет такой вот объем, реестр вашей интеллектуальной собственности. И его не обязательно регистрировать, его нужно зафиксировать. Ой, меня слышно, надеюсь, да? Как бы, по идее, время закончилось. Я надеюсь, было интересно, было информативно. Вопросов, конечно, немного, потому что тема достаточно неизведанная. Да? Как бы контакты я свои сбросила. И еще тут вот есть такой вопрос. Разница знак S в кружочке, R в кружочке и TM. Вот Александр, да, спросил. Если вам надо, давайте я отвечу. Значит, товарный знак зарегистрированный, там должно стоять R в кружочке. Самое интересное, господи, ну, как всегда,
Сапожник без сапог, да? Вот это R, латинское R в кружочке, оно что дает? Это дает знать всем о том, что у вас зарегистрирован товарный знак. Но самое интересное, если вы подали на регистрацию, но еще не получили вот такое свидетельство, вот решение, да, то если вы поставите вот этот значок, там даже какая-то уголовная ответственность возникает, что вы там дезинформируете. Ну, немножко, конечно, странная, какая-то преувеличенная ответственность, но она есть. Буква «С» в кружочке, все, кто авторы и художники знают, это знак авторского права, копирайт. Это вот буква «С» в кружочке. Да? То есть на всех открытках я даже специально принесла открыточку, на которой видны вот эти знаки. Вот смотрите, знак «С», видите, вот он, копирайт. И видите, какого он старого года, потому что это открыточка Hello Kitty. А знак товарного знака, он указан здесь на логотипе производителя. Видите, Art Design и вот такой товарный значок R. То есть это знак, вот еще раз, да, вот это знак товарный, он говорит о том, что вот эта компания зарегистрировала свой товарный знак. Это знак авторского права, который говорит, кто автор, с какого года идет защита. Вот тут вот компания зарубежная, да, вот этой вот картиночки. А знак ТМ, это trademark, это отсылка к зарубежным странам. Trademark мы в России тоже ставим, но в основном ее ставят те, кто начал процедуру регистрации товарного знака. Если никто не знает, то в крупных городах России, вот в крупные ритейлы, без товарного знака вашего вот кюн или наше вот молоко, вот молочный дождик, его даже не поставят. Потому что они скажут, идите отсюда, нам нужно знать, что вы являетесь хозяином и производителем вот этого товара. И получается, производитель товара начинает процедуру регистрации, ему приходит с Роспатента уведомление о том, что он начал эту процедуру, что у него есть приоритет на это слово. И тогда он может ставить вот здесь вместо буквы «Р» «ТМ» пока. Потом, когда он получает товарный знак, ну вот этикетки же они на какое-то время, там тысячи, миллионы, да, то уже на новые этикетки букву «Р» можно ставить и спокойно идти. Но заметьте, кюн, товарный знак зарегистрирован, видите, тут нигде не указано. На молочном дождике я тоже не нашла нигде указаний вот буквы «Р», потому что это не обязанность, это право. Это право правообладателя указывать эту букву «Р» или не указывать. Но если у вас нету этого права, и вы указали букву «Р», оказывается, это уголовно наказуемо. То есть вы вводите людей в заблуждение. Вот такой вот ликбез. Я не знаю, тут люди остались или нет. Спасибо за внимание, что вот есть люди, которые до упора слушают. Надеюсь, это было интересно. Если нужно какие-то знания, вот, например, патенты в бизнесе, да, нужны они или нет, как защищать дизайн одежды, как защитить авторское право. Если у вас есть на это запрос, вы можете написать в мой бизнес, и мы можем организовать именно вот по этой теме еще, ну, как бы вебинар, потому что, видите, вот мы говорили о товарном знаке, а я еще кое-что не сказала, да? Я вот сказала основные вещи, различия, преимущества, да, почему регистрируют товарный знак. В Инстаграме можете меня найти, там есть такой небольшой лендинг, и там тоже такие тезисы, зачем это нужно. То есть если вы предприниматель, у вас очень много денег, и как бы неохота налоги платить, тоже вот товарный знак в помощь. Да? Если вы собираетесь выходить за пределы республики с товаром или с какой-то услугой, например, вот интернет, да, услуга, тоже нужно, потому что доменное имя, вот, кстати, я пропустила, доменное имя –
это как название магазина, то есть оно стоит по иерархии ниже товарного знака. Если у меня есть товарный знак, я могу вот эти вот доменные имена с таким названием просто убирать. В хостинг писать, судиться, и их не будет. Так может сделать наша компания Rectime. На самом деле очень, оказывается, в каждом городе, в каждом захолустном крупном городе есть компания Rectime. А товарный знак есть у нашего только по, если я не вру, 12 видам деятельности. Но наши как бы все-таки не кошмарят, будут, у них план, тоже достаточно большой, там у них бренд-менеджер, и они будут постепенно это развивать. То есть товарный знак дается на 10 лет. И такая вот, ну, очень интересная тема. То есть если вы резко увидели, что кто-то поменял название, то вы уже сейчас знаете, или они кому-то, или они что-то название взяли, там, с Воронежа, с Липецка какого-то, или что-то вот такого вот в этом роде случилось. И еще я хочу сказать, на самом деле я хочу сказать большое спасибо нашим якутским дизайнерам. Сколько я проверок не делала, очень много делала с 2017 года, по дизайну никаких претензий к нам не было. Были претензии, конечно, слова такие обычные, да, там всякие радуги, грубо говоря, облака, а по дизайну у нас все супер. То есть у нас никто ни у кого не ворует, тем более у всяких там зарубежных российских логотипов. У нас все-таки очень сильная художественная школа, вот, видимо, это радует. Фантазия у нас развита, видимо. Так, ну, я надеюсь, было интересно. Большое вам спасибо за посещение. Запись сохраняется. И, ну, обращайтесь, если нужен запрос вот на такую информацию. До свидания.